Добрый день! На часах вкусное время, в эфире программа «Темле». Дорогие телезрители, сегодня на нашей кухне я рад приветствовать необычного гостя. К нам сегодня пришел человек, специалист по кинезиотерапии, руководитель сети медицинских реабилитационных центров Айрат Куватов. Добрый день, Айрат. Добрый день, Николай. Айрат Куватов – основатель и руководитель медицинского реабилитационного центра «Центр Куватова», кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу и боевому самбо. Женат, воспитывает сына и дочь. В жизни руководится правилом «через тернии к звездам». Хотел бы сегодня предложить приготовить куриное сате. Ничего сложного в этом блюде нету. Делается легко и просто, максимально быстро, буквально 30-40 минут занимает готовка. Там нету никаких лишних продуктов, которые как-то могут отложиться в нашем теле, повредить пищеварению, нашим органам и прочее. Быстро, лаконично. Для начала я возьму обычную филе курицы. Я предпочитаю без каких-нибудь кусочков жира чистое филе курицы, мясо. Для начала я хотел бы попросить тебя, Николай, морковь пока пошинковать. Можно на крупной терке. Хорошо. Вот. Я пока займусь мариновкой. Если в домашних условиях, там, можно, тут на любителя дело вкуса, можно либо лимончиком полить, либо я любитель винного уксуса. Обильно мы не заливаем. Хорошенечко перемешиваем. Размягчилось, пропиталось. Легкий оттенок, чтобы у мяса был. Как ты сумел прийти к такой хорошей физической форме? На самом деле, скажу огромное спасибо моему отцу, который сам спортсменом всю жизнь был. И меня в мои 6 лет привел в спорт, на борьбу. Вот. И, соответственно, с 6 лет, можно сказать, я нахожусь в спорте и по сей день. Видимо, продолжая его традиции, вот я сына своего 6-летнего тоже привел в спорт. Он, как и я, занимается борьбой. Какой? Борьба джиу-джитсу. Ставлю греться сковородку, слегка масло добавляю. Я предпочитаю оливковое масло, не прилипает, оно много энергии нашему телу дает. Фамилия Куватов мне чем-то знакома, где-то я уже ее услышал. Ты из тех самых Куватовых, в честь которых у нас названа, по-моему, улица в республике, да? Улицы нет, у нас больница есть. Больница РКБ имени Куватова, да. Какое ты имеешь отношение к этому? Я имею самое непосредственное отношение к этому башкирскому роду. Это древний башкирский род, который более 2 столетий назад получил дворянский титул от царя. Этот род никогда не простаивал. Всегда были какие-то известные врачи, политические деятели, деятели искусства. Больница имени Куватова названа в честь первого наркома здравоохранения Куватова. Это мой двоюродный дедушка. Вообще все Куватовы в Башкирии, они, так скажем, родственники. Сковорода у нас уже разогрелась. Сначала мы обжарим лук, чтобы придать вкусовую гамму. Обожаю запах жареного лука. Да. Так, как у вас с морковью? Вот, все хорошо. Но морковь еще до нее дело не дошло. Сейчас мы немножечко обжарим лук. Потом уже положим мясо и чеснок. Я тебя представил как руководителя сети медицинских реабилитационных центров. Что это такое? Кого вы реабилитируете? Мы занимаемся восстановлением людей с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата, а именно позвоночник и все крупные суставы организма. Плюс определенные неврологические нарушения. Работаем с инвалидами, такие как ДЦП, инвалиды-колясочники. Помогаем окрепнуть, восстановиться, насколько это возможно. Восстановиться может каждый, не полностью, но уйти от нас лучше, чем пришел. Это однозначно. У нас ингредиенты готовы. Сейчас мы с тобою порежем перец дольками. Не было бы счастья, да несчастье помогло. В 12 лет со мной случилось определенное ЧП. Не буду вдаваться в подробности, но очень сильно был травмирован. Получил несколько переломов позвоночника, таза, ноги. Так получилось, что в 12 лет оказался на инвалидной коляске. Вот на мое счастье, ни один из нервов крупных не пострадал, не был перебит, то есть чувствительности я не терял ног. Мой отец, который сам известный врач и еще к тому же и спортсмен, сказал: нос не вешаем, работать над собой придется. Вот. Потому что, естественно, там была и депрессия, там и все в книжке ударится, еще бы, прочее. конечно, если попал. Да, но вот благодаря моему отцу после больницы мне пришлось 2, а то и 3 раза в день заниматься физической культурой, специальными упражнениями, которые укрепляли мышечный корсет. И вот шаг за шагом жизнь распорядилась так, что стал, так скажем, Кандидат в мастера спорта по 2 видам спорта. Да, сейчас мы можем запускать мясо. Оно у нас уже пропиталось за то время, пока мы разговаривали.
Мы его раскладываем равномерно по сковороде. Так, сейчас Да. то, что уже ты порезала, я потихонечку начну Давай. складывать. У тебя уже, я так понимаю, семья и дети, ты уже говоришь, да? Да, у меня есть двое замечательных детей. Сын, с которым сейчас провожу очень много времени, и дочь. Так, мы с вами немножко забыли. Сейчас мы положим морковь. Добавим, пришло ее время. Мы не очень мелко режем овощи. Из мелко порезанных продуктов выходят, теряются практически все питательные элементы, витамины. Поэтому, может быть, это не так красиво будет выглядеть. Я думаю, это будет выглядеть красиво. Постараемся. Но спортсменам у нас всегда скидка. Вот эти заболевания опорно-двигательного аппарата, в том числе и хронические, в последнее время молодеют. Это правда или нет? Чем больше они будут двигаться, тем лучше и тем дольше они проживут, не зная боли. Пришло время добавить перчик, который точно так же порезан не мелко. Под крышечку томим. Я полностью согласен с тобой, что людям не хватает движения, особенно молодежи, которая много времени проводит за компьютером, но это же реально объективная жизнь. Что делать-то в итоге, чтобы не заработать там каких-нибудь хронических болячек? Вот, Николай, я считаю, что это очень хороший, актуальный вопрос, потому что как быть, если жизнь такая, Вот да? жизнь реально такая. Вот, то есть, раз у нас вся жизнь сводится к отсутствию движения, значит, нам нужно менять отношение к гигиене собственного тела. То есть, раз мы все время сидим, должен быть какой-то компенсаторный фактор. То есть, если у нас 8-часовой рабочий день, значит, во-первых, я расскажу, если вы офисник, значит, никто не наругает, если мы раз в 40 минут вышли куда-нибудь, хотя бы в туалет, на кухню, чтобы нас никто не видел, да, там, понагибались, понаклонялись, повращали руками, там, туда-сюда, там, аккуратно понаклонялись. Цель не прокачать мышцы, не что-то, а немножечко поциркулировало, чтобы кровь. Именно вот эти застои, отсутствие питания хрящей, межпозвоночных дисков, они и приводят к остеохондрозу. А то есть Вот в чем проблема. Да. То есть корень проблемы – гиподинамия, отсутствие движения. Отсутствие движения – это Если гиподинамия. корень проблемы отсутствия движения, значит, лечить это надо не таблетками, уколами, а именно движением. Ходьба, бег, плавание, велосипед. Чем лучше заниматься? Да я бы рекомендовал, знаете, вот человек пришел, вот, 30 лет, допустим, никогда в жизни не занимался спортом, не знает, что, как подойти к какому тренажеру. Не пожалейте тех же денег, возьмите 3-5 персональных занятий с тренером. Вот. Это не трата денег, это вклад в себя самого. Как наше блюдо поживает? Наше блюдо потихонечку томится, я думаю, даже можно немножечко прибавить температуры. Нам остается добавить для вкусовой гаммы, я вот предлагаю помидоры черри. То есть они бывают свежие, бывают маринованные. Тут дело вкуса, ну вот я лично сторонник добавлять маринованные помидорки черри. Давай. Вот. Через сколько мы это будем делать? Я думаю, мы это сделаем минутки через 3-4. Вот. И Очень потом красиво уже... получается такой натюрморт из красного перца и морковки сверху с фасолью такой зеленой. Прям очень красиво. Самое главное, это целая банка витаминов, целая банка. Там есть все, что нам необходимо. И ничего лишнего, повторюсь. Айрат, я так понимаю, скоро наше блюдо будет готово? Да, у нас осталось буквально пару действий, и практически все готово. Я попрошу передать перец и соль. Я вот сам занимаюсь бегом. Как ты считаешь, что более полезно, бег по улице или бег на дорожке, на беговой? Ну, что касается пользы бега, это все знают, что как бы это очень полезно, но главное делать это правильно. И правильно сделать переход, потому что до 30-35 лет бег очень хороший для сердечно-сосудистой системы, и с точки зрения сжигания жира и прочее. Но, к сожалению, наше тело после 35 лет, у кого-то чуть раньше, чуть позже, начинает видоизменяться. Связочки становятся все менее упругие, кости все легче травмируются, и суставы, и связки. Вот. Поэтому нужно суметь вовремя сделать правильный переход. Лично я бы рекомендовал, я никому мнение навязывать не буду, но я порекомендую, что лучше постепенно с улиц переходить на те же самые фитнес-клубы, на те же самые, как вариант, беговые дорожки. Объясню почему. Потому что беговые дорожки так устроены, продуманы, что у них при беге происходит амортизация на пружинках специальных. Благодаря этой амортизации нагрузка на наши коленки, на наши тазобедренные суставы, на каждый из наших межпозвоночных дисков процентов на 30 снижается. Вот. И благодаря этому можно еще продлить, так скажем, век бегуна.
Потом, после 40-45 лет в среднем, я бы порекомендовал уже сделать переход на эллипсоид. То есть эллипсоид, вы все знаете, тренажер, имитация беговых лыж. Да, это бег по эллипсу, который абсолютно безвреден и подходит любому. Точно так же будет работать сердечно-сосудистые, также будут работать мышцы. Вот. Но мы не будем травмировать наши суставы. Так, и последнее, что нам осталось сегодня сделать, это добавить наши помидоры черри, да. Интересно послушать советы профессионала, конечно, который многократно сталкивался уже с проблемными вопросами в области опорно-двигательного аппарата по бегу. Пишет, что меня, честно говоря, удивило. Я немножко думал по-другому. Сейчас я реально переоценю свои отношения, на самом деле, к бегу на улице, либо к бегу на дорожках. Сейчас мы Красота какая получается. Вы посмотрите. все это накроем томицей. Слава богу, мне очень повезло с супругой, да, которая прекрасно готовит, замечательно готовит. Даже не могу сказать, что тут есть какие-то там... Судя по твоей физической форме, она действительно хорошо готовит. То есть у тебя замечательная супруга. Я даже немножко, прям рад, что у нее получается тебя в таком состоянии поддерживать. Это одно из тех качеств, за которые я ее люблю и уважаю. Я считаю, что оно уже готово. Вот как оно красиво, аппетитно выглядит. Вообще, правда, слушай, да? прям песня, смотри, помидорки, фасолька, морковка, перчик, Натюрморт. курочка. Натюрморт. Для приготовления куриного сате нам понадобятся куриная грудка, винный уксус, подсолнечное масло, репчатый лук, болгарский перец, морковь, стручковая фасоль, помидоры черри, соль, перец, зелень. Мясо замариновать в винном уксусе. Овощи порезать, лук полукольцами, чеснок на крупные дольки, перец соломкой, морковь натереть. На разогретом масле обжарить лук и выложить мясо. Затем добавить чеснок и морковь. После размягчения ингредиентов добавить перец, а затем стручковую фасоль. За несколько минут до готовности посолить, поперчить, поверх овощей выложить помидоры черри. Перед подачей сате можно украсить зеленью. Мне кажется, твоя супруга недооценивает твои кулинарные таланты. Слава богу. Я думаю, это то блюдо, которое можно сделать основным на любой праздник для домашнего стола. Друзья, я могу сказать, что блюдо, приготовленное с душой и в хорошей компании, всегда темле, всегда вкусно. До новых встреч, уважаемые телезрители. До свидания.